Здравствуйте, мы жильцы, проживающие по улице Кузьмина, 24/2, обратились к вам с такой просьбой, можно сказать, и помочь нам в какой-то мере по поводу нашего дома. Дом наш сгорел 23 сентября сего года, и мы остались без электроэнергии. И до сих пор электроэнергию нам не проводят из-за того, что у управляющей компании Плутонвита нет денежных средств. Куда бы она ни обращалась, она говорит: у меня нет денег, у меня нет денег. Мы написали в Гагаринский округ, ДЖО, департамент жилищных отношений, муниципальный контроль жилья, тоже сегодня письмо отвезли, но пока результатов нет. Наш дом состоит из взноса, у него 86%. Канализация у нас никакая, стены тоже никакие. Что еще я могу сказать? Вот мы бегаем, стена не пробита, непробиваемая ни в чем. Все знают нашу проблему, но никто ее решать не хочет. Все говорят: денег нет, денег нет, денег нет. Ну, посмотрим. Вот, пожалуйста, можете спросить наших жильцов. Здравствуйте, меня зовут Алексей, я с этого дома, с 10-й квартиры. Ну вот по поводу канализации, у нас под домом всегда вода стоит, ЖЭУ ничего не делает, походят, поделают. Ну и в конце концов все не знают, откуда вода. Ну там все сгнило, и мы живем, вот полы поднимаем каждый год. Скоро уже будет до потолка, жить невозможно. Ну и вот мы с Ольгой Николаевной везде ходили, и все говорят, что вот они повлиять на ход работы никто не может. Ну как бы они говорят: мы можем только вот всех их вместе там сделать, ну никто не может вот конкретно заставить, чтобы кто-то пришел и сделал свет. И никаких сроков не говорят, вот уже почти месяц, вот мы ждем, и неизвестно, когда будет свет. Хотя бы был бы свет сейчас, уже было бы хорошо. Также они говорят, чтобы мы сами слаживались. Это управляющая компания Плутонвита в лице директора Борисовой Елены Карловны 7 тысяч. И ей не хватает 7 тысяч на подключение электроэнергии. Ну смешно же, да? Она говорит: вы сами слаживаетесь, и мы подведем. Ну что такое? Мы оплачиваем все. У нас задолженности нет. У меня, по крайней мере, у Алексея нет задолженности. Почему мы должны слаживать? Мы оплачиваем договорные все условия. Все оплачиваем. Здравствуйте, я тоже жилец этого дома. Условия у нас проживания ужасные. Мою, например, вот квартиру вообще круглый год топит. Откачиваю я сама это все. Электроэнергия тоже за мой счет идет. Вообще жить невозможно. Сырость дома постоянно. Ну, не знаю. И никто ничего не хочет вообще решать. Никто. Вот кому бы ни обращались, никто не хочет ничего решать. Все наш дом как-то игнорируют. А он у нас скоро сложится, как карточный домик, и все. Это же тоже опасно. Но у меня сейчас вот дочь, например, беременная. Живем в сырости вот в этой. Грибок страшный в доме. Потолки, вот с мой рост, вот так вот, если вот так вот рукой можно достать до потолка. Ужасные условия. Вообще невозможные. И никто ничего, никому нету дела до нас. Ну все вообще. Мы уже, я с 3-й квартиры. Мы уже 3 раза уже горим. Да? Третий пожар это 3-й уже. пожар уже большой. Первый пожар, вот тоже надо мной квартира горела, меня вообще залило. У меня полгода с потолка капало все. Ремонт я сделала за свой счет. Ладно, я собственник, ну и что? Мне вообще никто даже помощь не предложил. Никакую. Это произошло зимой, в декабре месяце. Почему-то пожары у нас происходят вот под зиму или зимой. Я считаю, что вот этот вот нынешний пожар, это поджог. Самый натуральный поджог. Просто-напросто, видимо, хотят дом, чтобы сгорел и все. А нам ничего не давать, ничего не предоставлять. Ну как может быть не аварийный дом? Ну как он может считаться не аварийным домом, когда он аварийный, вообще аварийный дом? Условий вообще никаких нет. Я давал заявку, мне сказали, что сегодня день рождения, ну вот диспетчер говорит, день рождения у ихнего одного сантехника, и они навряд ли к вам придут, но я попробую их уговорить. Они не пришли, через ЕДС их вызванивал, только утром пришли и говорили, что у меня все нормально, у меня тут все надо менять. И 3 раза уходить пытались, я их останавливал. Только тогда сделали заявку, сказали, что я вредный очень человек. Ну, в общем, вот так вот они вот работают. Ушли все недовольные тут такие. Вот так они работают. Да, наша управляющая компания оставляет желать лучшего. Мы, наверное, ее будем менять, но навряд ли наш дом может быть кто-то взять.
Я не думаю, что кто-то возьмет. Но надо какие-то меры принимать к руководителю этой компании, управляющей. Вот. И нам, конечно, сейчас, вот, я думаю, что пока мы не пнули, грубо говоря, извините за выражение, Гагаринский округ, мы вчера были на приеме у замглавы Чемизова Егора Викторовича, вот он стал шевелиться, и стали все шевелиться. А так с 23 сентября, ну ладно, там неделю дом просыхал, нам сказали пожарники, все понятно, мы поняли, вошли в это положение, но а дальше никаких действий не было, пока я не конкретно стала вот всех дергать. Мы сдергали всех, задергали всех. Ну вот пошло шевеление, не знаю, сегодня, ну сейчас вот делают что-то делают. Ну не знаю, дадут нам, не дадут. Ну посмотрим, поживем, увидим. Вот. Документы мы подали будем подавать на признание нашего дома ветхого и аварийного. Ну посмотрим, что дальше будет. Вот. Так что пока так. Ну вот я вот хозяйка этой квартиры номер 12, Мальцева Вероника, по адресу Кузьмина 24/2. Вот как видите сами, вот мой дом, как бы, да, квартира. После пожара, вот 23 сентября, то, что сгорела 16-я квартира, то есть сверху сосед, в итоге как бы меня залили полностью. И вот потолок, вот часть потолка упала, и вот, ну вот тут видно, все прогнилось, она скоро упадет уже. И в чем вот этот, да, итог? В итоге я осталась на улице с 2 детьми, и все, вот мебель, полностью все уже как бы, ну, испортилось, уже все, ее на свалку я вот на улицу выкинула. И с 2 детьми, получается, я осталась на улице. А то, что вот они ссылаются, то, что я собственник, ну и что собственник приватизировала. А то, что вот старик, вот 16-я квартира, у него муниципальная, то есть ему сейчас бесплатно все восстановят. Где справедливость? Да, я обращалась и в мэрию, писала заявление мэру города Якутска Айсену Сергеевичу, и вот они мне отписываются то, что я собственник, квартиру приватизировала, то, что за свой счет я должна сделать все это. А 16-я квартира, то, что муниципальная, вот то, что сгорела квартира, вот ему бесплатно все восстановят. Где справедливость? Получается, они вот целый... Тут сколько лет живет, да, он и постоянно вот ну, как выпивал, ну, асоциальный этот образ жизни вел. Что он, что его дочка. И в итоге страдаем мы. То есть нормальные вот жители Якутска. Платим коммунальные, платим налоги, а в итоге что? На улице остаемся. Ничего. За этот, который вот ущерб, мне никто как бы не отвечает. Ну, где справедливость? Зачем тогда, получается, я приватизировала квартиру? Для чего? Чтобы остаться на улице, получается. Вот, я сейчас добиваюсь, но не знаю смысла. Сейчас вот скитаемся, получается. За последние деньги я сейчас снимаю квартиру. А дальше я не знаю. А зима уже вот на носу. Надо все равно вот это хотя бы как-то восстанавливать, не знаю. Не бросить же вот это вот так на произвол. И самое обидное, вот перед пожаром я вот отремонтировала тут полностью все. И все на смарку. Мы обращаемся к администрации города, Якутской окружной администрации, также президенту, Гагаринскому округу. Ну, Плутон Вита, я считаю, что должен тоже сыграть в этом роль, чтобы наш дом признали ветхим, аварийным. Посмотрите, какие дома рядом построили, да? А мы живем, как говорится, ни в чем и никак. Вот. У всех стены рушатся. Каждый день, каждый год ремонт, сантехники. Ну это что такое? Мы живем как на пороховой бочке. Так что мы очень просим вас, чтобы посодействовали, помогли нам как-то в этом плане. Но нам обещала Джо, что до 16 года нам как бы нас расселят. Но сейчас, по-моему, навряд ли. До 17 года уже у них все расписано, все денежные средства. Пожалуй, такая просьба.